Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Зайндин Курманов, экс-спикер Джорко Кеңеша. Недавно вы съездили на саммит в Сеул, да? 2020. Саммит 2020. Что это был за саммит, кто там выступал и какие проблемы обсуждались? Ну, это было собрание, ежегодное собрание ведущих политиков, общественных деятелей, ученых, экспертов, представителей гражданского общества, религиозных деятелей. А в центре внимания этого саммита являются проблемы войны и мира, проблемы обеспечения мира, проблемы безопасности, как наладить международное сотрудничество эффективное между государствами вот в условиях нарастающей угрозы, конфронтации, которые сейчас мы видим между Западом и Востоком, между Россией и Соединенными Штатами Америки. И таких очагов, каждый из которых может в перспективе превратиться в очаг новой мировой войны, множество. Ближний Восток, Афганистан, Балканский континент, Корейский континент. И вот эти лидеры общественного мнения, ученые, среди них были Пан Ги Мун, среди них был председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу, сенатор из Соединенных Штатов Америки, экс-президент, экс-премьер-министр Канады, президент Гватемалы и многие-многие другие известные политики. Вот они выступали и говорили о современных угрозах, о мировой повестке дня. Но мы, Кыргызстан, конечно, мы как осколок, часть мира. Наша повестка дня внутренняя совсем не совпадает с мировой. И эти проблемы нас не интересуют, и мы даже не придаем им значения, надеясь, что китайские братья все проблемы с коронавирусом сами решат. Хотя китайцы бьют тревогу, потому что коронавирус распространяется стремительно и может стать тем самым всемирным потопом, о приближении которого все время говорят. Катастрофы-то случаются внезапно. Я вот пишу разные посты. Катастрофы случаются внезапно. Государства, империи погибают внезапно. Диктатуры падают внезапно. Всем кажется, что ситуация под контролем, но все происходит внезапно. Иначе бы вот так устроен мир. Вы делали доклад? Я делал доклад, мне попросили сделать доклад по Евразии. Мы даже, наша организация, Евразийский совет по международному сотрудничеству и безопасности, мы создали вот такую организацию, которая стала международной. У нас много иностранных членов. Мы сделали вторую панель. Первую панель мы проводили в Японии, министр окружающей среды господин Харада. Там мы рассматривали вопросы водохозяйственного разделения в странах Центральной Азии, Япония, Южная Корея. Помогали нам решить эту проблему вот, с точки зрения, с позиции сегодняшнего дня. У нас же это стало неразрешимой проблемой. Да. Водохозяйственные споры между центральноазиатскими странами. И вот вторая конференция была посвящена, там были и экономические выступления, представители иностранного бизнеса выступали и рассказывали о своих достижениях и чем они могут помочь странам Центральной Азии в решении собственных проблем. Там безопасный город, там, или благоустройство столицы и так далее. Но кто лучше японцев и корейцев, южнокорейцев, могут это сделать? Все заинтересованные страны пришли. Среди них были депутаты Государственной Думы Казахстана, руководители Таджикистана, Узбекистана,
Ну, как всегда, не был представлен Туркменистан, остальные все приехали, в том числе и киргизская делегация была достаточно представительной. И меня, короче, попросили выступить на тему Евразии. Потому что наш совет евразийский, и вокруг Евразии очень много легенд и мифов, не соответствующих действительности. Я сделал такой 15-минутный доклад, который произвел на участников этой панели очень большое впечатление. Потом подходили участники этой конференции, говорили: вы развеяли туман в наших головах, мы думали, что это какой-то такой непонятный, дикий регион. И они по-другому взглянули на наш регион и на наши возможности как партнеров по борьбе за мир и международную безопасность. Потому что они всегда в нас видели агрессора. Регион, откуда исходит угроза для европейских стран, для азиатских стран. И они вот уже были предубеждены, что с нами, там, с евразийским регионом, там была Российская империя, Советский Союз, там, атомная угроза, там, что бесполезно с нами разговаривать. Тем более сейчас вот Россия опять там напряженность возникает между разными государствами, опять Россия, как бы там Донецк, Закавказье там, и прочие проблемы. Я снял, сказал, объяснил, в чем причина этих. И в чем причина? В чем причина? Ну, в традициях, исторических традициях. Регион молодой, начал осваиваться только с IV века. До этого века практически никто не знал о существовании этого региона. Все говорили, он где-то там. За Уралом, там живут амазонки, там живут люди, скифы и так далее. Китайцы также весьма туманно представляли, что это такое. И вот в IV веке начинается освоение. Аттила заявил о себе, и казалось, что это действительно другой регион, потому что монголоидные гунны пришли в Европу, и европейцы были в ужасе. Бич Божий. Бич Божий и так далее. И в войне с Аттилой европейские народы, греки, римляне, там, германцы, кельты, впервые осознали себя европейцами, что они люди общей судьбы, и что им противостоит вот эта угроза с востока, неведомая, косматая, чудовищная. То же самое Китай все время оборонялся от гуннов. Гунны проложили путь для монгольского нашествия, для тюркских империй великих. И вот одна особенность – это то, что в Евразии всегда возникали очень сильные военные государства, и при этом эти сильные военные государства никогда не обращали внимания на экономическое развитие. В отличие, скажем, от Азии и Запада, где экономическое развитие было основой их военного могущества. То есть сильная армия, набег, а экономики никакой. Чингисхан, Тамерлан, посмотрите. Потом Россия самодержавная, когда жандармами Европы победила Наполеона, потом вселенские амбиции Советского Союза, все перестроить и покорить. И сейчас тоже Россия возвращается вновь на политическую авансцену как сильное военное государство. Никто в этом не сомневается, но со слабой экономикой. И почему у нас нет экономического успеха? Ни у одного евразийского государства не может похвастать мощными экономическими мускулами. Традиция. Никогда не обращали на экономику внимания. Не было этих стран. И сейчас то же самое. Вот если мы про Кыргызстан, почему экономики нет? А зачем кочевникам экономить? Бараны пасутся, козы, там, лошади, коровы пасутся. Все благодать. Вечером только утром выгнать на пастбище, вечером собрать. 3000 лет жили в юрте, ели мясо, борсаки, кумыс пели, и все было нормально. Это же 3000 лет. И вдруг какая-то экономика нужна. И тут какая-то экономика, какая-то конкуренция, какая-то торговля. Поэтому в голове мы не можем сразу все это освоить, вот эту огромную информацию, которая поступает.
нужно выработать новое сознание, чтобы освоить все вот это приобретение последних лет, осмыслить и начать осмысленное движение вперед. А у нас нету планов, у нас нет проектов. Мы не Азия, мы и не Европа. Завоевывать сил не хватает. Строить экономику – это тоже для нас работать чуждо. надо. Работать надо. Поэтому мы, я же всегда говорю, у нас мифическое сознание. Мы живем мифами, сказками, легендами. Но никто из наших лидеров не сказал, что если мы хотим жить как Япония, богатая, или Америка, мы должны работать как японцы, как американцы. И тогда наступит благо. А у нас такое настроение. Правительство есть, пусть правительство нас делает богатыми. Хотя правительство же не может сделать богатым. Страну богатой сделать может только ее народ, который трудится. А правительство будет распределять доходы, должно справедливо распределять доходы, чтобы все сектора экономики нормально развивались. И вот еще одно, тоже наша особенность, это все начинать с нуля. Все закрывать и все начинать с нуля. Вот у нас было достижение, Советский Союз и социальное государство, высокий уровень защиты населения, материальное обеспечение хорошее, дома, квартиры, все бесплатно давали. Но как начали переходить к капитализму, все это забыли и выкинули на свалку. И та политика, которая сейчас проводится вот на протяжении 30 лет, ее трудно назвать социальной. Хотя в Конституции мы написали, что Кыргызстан – социальное государство. То есть мы должны заботиться о том, чтобы население повышало свой жизненный уровень, и на этом благосостоянии должны строить свое будущее, а вместо этого мы делаем все наоборот. Поэтому наша страна – это страна кривых зеркал, где многие вещи нужно поменять местами. А это требует им большой интеллектуальной работы и формирования нового мировоззрения. И вот когда я вот эти вещи рассказал им, европейцы были потрясены, точнее, гости, потому что они этого не знали. И у них тоже много различных, в голове сформировались различные штампы, которые не отпускают их. И они живут и думают о нашем регионе как о отсталом, агрессивном, экономически неразвитом. Так и есть, ну, так оно и есть. Но это должны осознать мы, потому что депутаты Государственной Думы подбежали ко мне и сказали: блин, ваш бы доклад нам. Потому что мы живем в Евразии и не знаем свою страну, что она из себя представляет. Это было открытие, было великолепное открытие. Но вот в России все-таки, вот когда очень много, после Петра, да, скажем так, при Екатерине, из Германии, из Франции приезжало очень много людей, которые оставались в России жить. И вот это некоторое такое встраивание в мировую экономику происходило в XVIII-XIX веке, а потом вот после революции 17 года все вернулось на круги своя. Хотя, конечно, индустриализация 30-х годов тоже как-то подняла. Но ее тоже делали не на наши же деньги. У нас денег не было, как всегда. У нас и тогда денег не было, и сейчас денег нет. Как говорит Медведев, все да, по сказал, американским проектам все было. Да, конечно, инвестиции иностранные, фабрики, заводы, первые трактора, автомобили. Это не же прогресс все, даже. Не прогресс. Все делали немецкие, американские капиталисты, которые торговали с Россией. Это было очень выгодно. Поэтому вот я понимаю ваш вопрос, почему они не сделали. Я вам приведу один такой пример. Было время, когда Екатерина II, Великая, стала императрицей, пришла к власти в результате заговора, да, и стала, она же европейка, она немка, да. Она должна была принести в Россию европейскую культуру, с ней переписывался Вольтер, с ней переписывались самые выдающиеся умы и восхищались ее умом и красотой, и мыслями. И Вольтер просил
писал и просил, говорил: вы почему, став императрицей, не даете своему народу свободы? Он продолжает оставаться в рабском состоянии, что рабство – это самое главное несчастье Европы и России. И она сказала открыто, говорит: как я им могу дать свободу, если я к власти пришла на штыках дворян, а дворяне живут за счет крепостных крестьян. Они ничего другого делать не умеют. И если я им дам свободу, они у меня отнимут власть. И все закончится. И вот то, что россиян долго не давали свободу, все время эта вертикаль пресловутая власти, которая идет со времен Золотой Орды, она вот до сих пор является... А когда дали свободу, отменили крепостное право, началось вот это... Революционное брожение, терроризм же начался, потому что власти люди перестали доверять, и в реформаторстве Александра II увидели подвох. Народники сказали: что-то здесь не то, какие-то полумеры, народ надо освободить вместе с землей. То есть у дворян отобрать землю, и дворяне – это правящий класс в то время. Россия – сильная военно-феодальная держава, основанная на рабстве, на крепостном праве. Выбить у дворян, отнять крепостных крестьян – это выбить стул, на котором ты сидишь, или вырубить сук, на котором ты сидишь. Цари же прекрасно понимали. Тот же самый Александр, Николай, цари в России были, учили их управлять. Это их работа была профессиональная. И они понимали, что делают. Один рисковал, Николай II все заморозил страну, Александр II отпустил, потому что он понимал, что для того, чтобы сохранить династию, сохранить монархию, нужно ее ограничить, как в Европе, иначе все погибнет. И несколько раз вот замораживали и опять. И в конечном счете вот Александр III, когда умирал, он заморозил опять страну. От теракта? Да. Нет, Александр III умер сам, а Александр II, который дал народу свободу и которого оклеветали революционеры, он умер от теракта. Его бы не убили, он хотел конституцию сделать, Россию конституционной монархией. И вот он погибает, потому что, а вместо него фактически получилось, к власти пришли те же самые деспоты и тираны в лице Сталина, большевистской верхушки, которые оказались хуже, чем царь и его вельможи. Понимаете? Потому что революция внесет в себе не только запас свободы, но и хаоса. А решение проблемы хаоса требует жестокой диктатуры. Поэтому у каждой революции есть свой смиритель, усмиритель. Октябрьскую революцию смирил Сталин с азиатским менталитетом, а вот французскую революцию усмирил Наполеон, у которого были блестящие знания античной философии и демократии. Поэтому усмирили революции там и там по-другому. Здесь пролили море крови, а там все прошло относительно безболезненно во Франции. Поэтому французы очень любят и чтят своего лидера, который не превратил Францию, будучи диктатором, не превратил в полицейское государство и продолжал верить правам человека, Конституции и праву собственности, вот в отличие, скажем, от других. Если мы Кыргызстан, у нас просто времени не так много, чтобы это все очень интересно, да? Действительно, вот Наполеон, став императором, демократию все-таки сохранил, да? Сохранил. Вот в Кыргызстане, пока вас не было, тут кадровые перестановки произошли. Вот как, почему у нас такие вот кадры, наверное, вот, ну, избитые фразы есть, да, про то, что они все решают. Но почему у нас кадры такие не как бы сказать, не те?
хороший вопрос. Неужели, уважаемый Нарын, вы до сих пор удивляетесь? Я уже не удивляюсь, что у нас кадровая чехарда, кадры регулярно меняются. Но ситуация-то не меняется. Значит, этот путь ошибочный. Если этот путь не приносит эффекта, значит, от него вот европейцы что делают? Они отказываются от неэффективных путей. От него отказываются сингапурцы, китайцы, корейцы, потому что он не приносит эффект. Нельзя толочь воду в ступе. Вот эту истину мы должны понять. И создать такую бюрократическую систему, которая будет воспроизводить успех. Набирать тех людей, которые нужны времени и целям, задач, стоящих перед страной. Кадры, которые, ну, нельзя сказать, там, вот в Кыргызстане, вот в России была одно время проблема, когда там император Петр I начал бороться с коррупцией, ему Рябушинский сказал: да так вы всех пересажаете в России, потому что коррупция приняла, ну, просто вселенский масштаб. Тогда царь сказал: ну, посмотрим, что из этого выйдет. В России-то была проблема найти не чистого человека, потому что все были коррумпированы. Найти честного человека было сложно. Поэтому они разделили коррупционеров на категории. Коррупционер, который скромный, берет помалу. Коррупционер, который берет... Ну, патриот не берет взятки у врагов, берет только у своих союзников и так далее, и так далее. Дело доходило до смешного. У нас же та же самая проблема. Мы живем на одном евразийском пространстве. У нас корневичи общие, туловище общее, даже мозги общие. И надо избавляться. Нужно создать... Почему, например, в Европе же приходит Ангела Меркель, она же и не надо перетряхивать весь аппарат, потому что там система набирает ответственных граждан, которые делают свою работу. У нас же приходится умолять, чтобы чиновник начал служить нашей Родине, чтобы он не воровал. И воруют все. Поэтому часто перетряхивают. И потом вся эта система закрытая. Откуда у нас происходят все эти подозрения, мифы? Вот уже неделю тому назад поменяли, а мы до сих пор долдоним, а почему того сняли? Надо систему делать открытой и прозрачной, чтобы было ясно, что пришел достойный человек, который не опозорит страну, который будет работать честно. А у нас все время борются с последствиями, но не создают условия для того, чтобы система заработала. Честные, ответственные, чистые люди, чтобы приходили. Конечно. Я думаю, если у нас появятся честные, справедливо ответственные элиты, многое удалось бы сделать в легкую. Сталин, несмотря на мою нелюбовь к нему, он все-таки говорил правильные вещи. Кадры решают все. Как можно сделать революцию или прорыв экономический вот с теми кадрами, что были при Атамбаеве? Шоферами, там, официантами. Но никто же в это не верил. Но все же сидели, молчали и даже сотрудничали. А сейчас, когда человек сидит там, сейчас говорят: вот, оказывается, он был коррупционером. Но это же было видно изначально. Понимаете? Вот почему у нас любят негодяев все время. Вот у нас любят Сталина, душителя, да, вот, который пролил море крови. У нас любят Брежнева. О нем все время анекдоты ходили там. Бесконечно анекдоты. Да. А вот Горбачева ненавидят. А Горбачев-то, он изменил мир. Он дал нам то, что никто никогда не давал. Свободу. И то, что мы сейчас с вами говорим, это плод его усилий. И то, что в России, на Украине мы проснулись, начали говорить друг другу правду. Кто в этом виноват? В этом виноват Горбачев. А Хрущев, да, он был никудышный, заморыш, смешной, со своей тапкой-то с трибуны ООН орал, кричал и так далее. Но он же был смелым. Он же взял на себя такую ответственность, такой груз. Он признал сталинский режим преступным, и он себя тоже отнес к этой категории, потому что под его подписью было столько расстреляно людей.
но не побоялся этого, чтобы изменить страну и сделать ее счастливой. Он пошел на риск и лишился должности, и ушел, и был проклят, ушел в небытие, ушел нищим по существу в стране, где власть придержащие никогда не были нищими. Понимаете? А вот этих людей, которые убивали, чморили, душили, они у нас становятся великими злодеями. Понимаете? Вот поэтому я говорю, у нас Евразия – это страна кривых зеркал. Все стоит на голове, ноги вверху. Нужно поменять, и мы все станем нормальными. Но кто-то не хочет этого, чтобы мы стали нормальными, чтобы мы были халуями, холопами, рабами. И нас чморят, и все остальное делать так, чтобы мы потеряли остатки человеческого достоинства. У нас и элит-то нет, как таковых. И куда они собираются нас вести, их тоже спросить невозможно. Потому что они не то, что куда вести страну, они даже не знают, куда вести свой дом. И куда идут сами. Вот некоторые реформы в начале, первые годы независимости были, у нас уже время мало осталось, даже создали Академию управления. Есть даже целая служба госкадровая. Это по западному образцу, да, чтобы были профессионалы там в среднем звене, там, конечно, политические назначения там, первых руководителей, но среднее звено, главное, те, кто притворяет все, чтобы были профессионалы. Есть государственная кадровая служба, есть Академия управления, а кадров нет. Почему? Сами по себе кадры, они дорого стоят. Вот, я вот иногда смотрю, есть у нас замечательные кадры, которые не дискредитировали себя воровством, замечательные умницы, но на них не обращают внимания то ли по возрасту, то ли не подходят своим темпераментом, своими взглядами. А ведь такие кадры стоят миллионы долларов. А мы их выкидываем и заменяем выпускниками Женпеда. Понимаете? Вот, значит, все это ненормально. Сельхозинститута, наверное? Нет, Женпеда тоже. Я о местных вузах говорю. Поэтому вот необходима реформа государственной службы, чтобы государственная кадровая служба работала, выполняла свою работу и наверх, как говорится, транспортировала кадры, которые нужны стране. Их же горы ходят. Горы люди. Много людей ходят. Вы талантливый журналист. Вы что здесь делаете? Я не могу понять. На Пятом канале. Ваше место быть как минимум руководителем пресс-службы главы государства. Ну, я говорю правду. Я стою миллионы долларов. Меня за границей любят и уважают больше, чем в стране собственной. Нашей вот страны. как отбирают кадры? Ну, я не знаю, как они отбирают. Ну, наверное, чутьем своим. Вот поэтому нужно сделать реформы вот эти. Сначала надо начинать всегда с реформы управления, а не с судебной реформы. Судебную реформу невозможно получить, если у нас не будет эффективного, скажем, парламента. Если в парламенте сидят случайные люди, то и с участием парламента формируется судебная власть, то и судьи будут случайными. То, что мы сейчас видим. Понимаете? Система взаимосвязана. Все друг с другом взаимосвязано. Если партии нет, в парламенте не будет ответственных политиков. Партии нужны для того, чтобы люди были вооружены какими-то планами, идеями. А у нас тут кричат даже представители гражданского общества, давайте возвратимся к мажоритарной системе. Мажоритарная система была актуальна в средние века, а не сейчас, когда на дворе 21 век. Легче новые партии построить, чем вернуться к прошлому. Мы же все время возвращаемся к прошлому. И по кругу. Все время идем по кругу. За 30 лет мы ничего не поняли и ничему не научились. Вот что меня выводит, то есть остатки моего спокойствия лишает. Я боюсь, что я уйду из этого мира, и все останется по-прежнему.
не изменится. И люди будут мучиться по-прежнему в поисках выхода из темной комнаты. А все очень просто. Приведите в нашу страну на высшей должности 5 человек, и они изменят страну. У нас же не Соединенные Штаты Америки или Россия, где требуется 100 человек. До 100 человек мы и не найдем. 5 я найду, обещаю. Но слушайте, мы сделаем страну конфетку. К сожалению. Вот об этом, кстати, на саммите в Южной Корее вот выступали бывшие президенты и нынешние. Они сказали, говорят, вот наступило время харизматичных людей, смелых и решительных. Вот все вот эти методы не оправдали. Вот борьба за мир, вот то, что мы не решаем проблемы годами, бюрократизация идет, международная бюрократизация. Пан Ги Мун очень критиковал свою организацию и говорил, я просто от бессилия начал переключаться и работать с малыми государствами, потому что они имеют каждый голос. И их голоса не слышны. Я начал ездить по регионам, по островам, Науру, там, Палау и так далее, и искать поддержки среди них. А приезжая сюда, министр иностранных дел Айдарбеков подписал договор об установлении дипломатических отношений с государством, крошечным островом Науру. И там комменты. Вроде бы грамотные люди. А какого черта нам этот мелкий остров Науру? А кто на нас обратит внимание? Мы для них гигант. То, что мы заключили отношения с ними, подписали, будем поддерживать, они нас будут поддерживать и продвигать. И когда мы будем просить их поддержать Кыргызстан при голосовании там, в Комитет по правам человека или Совбез, с их голосами мы можем выиграть. У нас уже, говорят, время подошло к концу. Еще надо... Поэтому это страну, где... Я понимаю, где это страна, где мы стоим на голове, а ноги наверху, нужно просто повернуть. Здесь наверное, не очень просто. Не надо. Да. Я думаю, нужна политическая воля, и все, больше ничего не нужно. И все станет само по себе. Спасибо вам большое. У нас в гостях был профессор Зайндин Курманов, экс-спикер Джорку Кеңеше. Спасибо большое. До свидания. Да.